хотелось поделиться впечатлениями и проинформировать вас. До начала заседания Фарид Мухаммедшин прокомментировал послание Владимира Путина, где присутствовала делегация республики во главе с Рустамом Миннихановым. Важным, по мнению спикера Госсовета, стало создание специального фонда для помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Послание президента России Владимира Владимировича Путина получилось содержательным, почти 1:50, созидательным, оптимистичным и очень проработанным с точки зрения финансового обеспечения поставленных задач. Президент в спокойном тоне изложил очень конкретную программу по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего нашей страны. К работе парламента с этого дня приступил депутат Эдуард Шарафиев, который после завершения контракта вернулся из зоны СВО. Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживал все это время. Поддержка бойцов, как мобилизованных, так и добровольцев – это большая системная работа, которая качественно выстроена в нашей республике. Я передаю привет и слова благодарности от бойцов, от наших земляков, которые сейчас находятся на передовой, всем жителям нашей республики. Как отметила, говоря об итогах своей работы за год Сария Сабурская, обращений стало больше. В аппарат омбудсмена поступило более 6000 заявлений. Рост связан с вопросами частичной мобилизации. На сборных пунктах юридическую помощь получили более 4000 человек. К родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов республики. А сейчас это вопросы связаны, представьте, огромное количество мобилизованных, это технические ошибки, когда вносился в общий список Алушта, и люди не могли получить своевременно мобилизационные средства, заработную плату. Они и сегодня идут. Когда человек, например, был призван 21 сентября, ему начали оплачивать с 1 октября. То есть вот эти дни не оплачены, и мы вот в этой части работаем. Полицейские Татарстана в минувшем году расследовали 25 000 преступлений. Значительную долю составляют IT-мошенничества. За 5 лет их число увеличилось 5-кратно. Из-за таких дельцов в прошлом году татарстанцы лишились 3 миллиардов рублей. Значительное количество преступлений совершается при заказах товаров в сети интернет и сайтах бесплатных объявлений. Мошенники чаще стали возвращаться к старым, вроде бы уже забытым способам. Отмечается рост звонков под предлогом родственник попал в беду или совершил ДТП. Помимо отчетов, депутаты сегодня обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Парламентарии предлагают расширить перечень педагогов, имеющих право на досрочную пенсию. Так, сейчас в федеральном документе отсутствуют должности советник директора школы по воспитанию и воспитатели детских садов по обучению русскому, родному и иностранным языкам. Есть завуч по воспитательной работе было, когда на советское время, никаких советников не было. Мы сейчас делим все эти или у нас безработных много, которые хотят. Очень долго. Вы поддерживаете или нет? Я в недоумении. Мы, можно сказать, закрываем вот этим обращением и просьбой те недочеты, которые были сделаны ранее. Мы просим защитить наших избирателей, защитить наших педагогов, чтобы они, отработав в этих должностях, имели такое же право, как и остальные. Как сообщил ректор КФУ Ленар Сафин, возвращение от болонской системы будет поэтапным. Напомним, реформу высшего образования накануне анонсировал Владимир Путин. Мы, безусловно, будем брать те лучшие наработки, которые были в Советском Союзе, в нашей классической школе. Ну и, естественно, смотреть за эти годы, где система двухступенчатая себя оправдала, наверное, будем ее сохранять. Имеется в виду бакалавриат и магистратуру. Еще в русле федеральных новаций духовные образовательные организации получат право обучать в аспирантуре. Дмитрий Айригин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.